В 9-ю годовщину заключения в тюрьму Китая уйгурского ученого Ильхама Тохти уйгуры вспоминают заключенного. В опубликованном пресс-релизе уйгурские НПО решительно осуждают продолжающееся содержание под стражей уйгурского ученого Тохти и требуют его немедленного освобождения, а также освобождения всех уйгурских узников совести. Ильхам Тохти был решительным сторонником мирного соглашения между этническими группами в Китае. 23 сентября 2014 года он был приговорен к пожизненному заключению по необоснованному обвинению в сепаратизме. Его отважные усилия по преодолению разногласий и содействию взаимопониманию были встречены репрессиями. Тохти лишили свободы и заставили замолчать. 23 сентября группа неравнодушных к судьбе Ильхама Тохти организовала онлайн-семинар на тему «Жив ли уйгурский ученый?», чтобы отметить 9-ю годовщину несправедливого пожизненного заключения уйгурского ученого. Белен Мартинес Карбонел, генеральный директор по многосторонним отношениям Европейской службы внешних связей, предупредил, что не следует обманываться попытками Китая скрыть репрессии против уйгурского народа и других турецких меньшинств. Мартинес Карбонел в ходе дебатов в Атлантическом совете на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе утверждал, что Китай способствует экономическому развитию и туризму в Синьцзяне в рамках своего перехода к использованию более совершенных и, возможно, менее заметных инструментов давления и контроля. В Стамбуле состоялся 6-й юбилейный симпозиум с участием лидеров диаспоры Восточного Туркестана из различных стран мира, политиков из Турции и из-за рубежа, парламентариев и представителей различных организаций. Совет национального единства Восточного Туркестана завершился 3-дневными интенсивными консультациями, переговорами и семинарами. По словам китайского экономиста Хао Хуна, по мере того, как урбанизация в Китае подходит к концу, остановка городской миграции может еще больше повредить и без того проблемному сектору недвижимости. Исправление сектора недвижимости может стать задачей, которая займет у нас несколько лет, даже десятилетия, сказал Хао Хун, главный экономист Grow Investment. Мы построили много жилья для китайцев. Кроме того, процесс урбанизации в Китае, который очень быстро продвигался в последние 10 лет, также заходит в тупик, добавил Хонг. Представители береговой охраны Филиппин объявили, что барьерные сети, установленные Китаем в спорных водах в Южно-Китайском море, были разрезаны и удалены на том основании, что они предоставляют опасность и препятствуют рыболовству. Береговая охрана Филиппин также подчеркнула, что сети, приложенные Китаем, представляют опасность для судоходства и являются явным нарушением международного права. Сети также мешают филиппинским рыбакам заниматься рыболовством и натуральным хозяйством, говорится в заявлении, в которое включена ссылка на арбитражное решение 2016 года, которое подтвердило, что этот район является традиционным рыболовным районом для филиппинских рыбаков. В письменном заявлении Госдепартамента США указывается, что между США и Польшей подписано соглашение о прямом кредите на сумму $2 миллиарда, подчеркивая, что безопасность Польши, верного союзника Соединенных Штатов, жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО. В заявлении указывалось на решимость Польши укреплять региональную безопасность за счет оборонных инвестиций, которые играют центральную роль в доставке международной помощи соседней Украине.